И напоследок я специально оставил своего друга Байраса. Этот парень вообще меня потряс еще там, примерно 1,5 года назад. Это наш амбассадор радость есть. Байрас, идем сюда. Знаете, как происходит назначение встреч? Я Байрасу пишу, или мы с Байрасом встречаемся, я говорю, слушай, надо встретиться, обсудить там наши проекты. Байрас достает ежедневник огромный, он у него расписан на неделю вперед. Этот? Нет, еще больше у него еще есть. Больше. Еще больше есть. И он говорит, Ренат Ахай, извини, но я могу с тобой встретиться через 2,5 недели, во второй половине дня. Я так говорю, окей, я построю свой график под себя. Такая штука, до 22 года там все расписано. Это просто меня я сейчас в дрожь бросаю. Это потрясающе организованный парень. И ранее выступающие ребята, они сейчас находятся на том этапе, когда начинают создаваться какие-то смыслы. А Байрас эти смыслы уже создает. И он уже какие-то смыслы создал. И они ушли в тираж. И может быть даже кто-то из вас ими уже живет. И несмотря на то, что Байрас, там, в отличие от предыдущих, кроме Азгата, да, там, остальные все ребята учатся там МГУ, там Вышка, там, Питер и прочее, да, учатся в Уфе, учатся в Педе, он нашел также, то есть он послушал свое сердце, он последовал за ним, и он в этом преуспел. И сейчас Байрас вам расскажет о своем опыте и о том, как он разрабатывает идеи для грантов и под эти идеи привлекает многомиллионные гранты. Расскажет о своем опыте. Это просто вообще изумительная вишенка на торте в нашем сегодняшнем форуме. Рахмат, Махтаб, что нужно. Ну, на самом деле, я не самый лучший студент для университета, но все же все равно обучаюсь, заканчиваю. Ровно год назад я со своим другом решили поехать автостопом в Баку. Вот так вот сидели, говорим, золотые годы вот проходят. Нам 21, уже 22 мне. Вот самые лучшие моменты, давай его использовать, давай поедем куда-нибудь. Давно вообще ни разу не были за границей. И то есть переночевали с этой идеей и на следующий день фактически уже выехали. В итоге мы доехали не только до Баку, мы доехали до Азербайджана, до Баку, точнее мы собирались до Дербента. Дербент — это самый древнейший город России считается. И мы чуть-чуть выехали и доехали до Азербайджана. И тогда я осознал то, что именно в эти моменты проходят самые важные годы. И то есть особо, я до этого ранее знал, но сильного внимания на это не уделял. Но потом, вот как раз зимой этого года, познакомился с книгой «Важные годы» Мэг Джей, тоже интересная книга. А потом это осознание еще сильнее ко мне пришло. И хочу рассказать именно некоторые тезисы даже из этой книги, связав как-то его с моей судьбой. Меня зовут Байрас Азаматов, я простой парень из деревни Первое Ткулово, Баймакского района. Занимаюсь социальными проектами. И как все начиналось? То есть я был таким же, как вы, учился в 11 классе, и в 2015 году, вот ровно 5 лет назад, я поехал на первый Башакна форум. Это такое событие, нужно было подготовиться к ЕГЭ, а я сдавал 4 предмета: литература, литература, обществознание, география и история. Подавался на тоже очень разные такие факультеты. Нас тоже очень сильно агитировали поступать в военные вузы. Мои друзья, которые учились в параллельном классе, они поступили, кто-то в ФСБ, кто-то в Краснодарское военное летное училище, летчики. Но я тоже поступал, собирал документы полгода, но в итоге по здоровью немножко не прошел, а так, возможно, стал бы военным картографом, тоже в Питере, кстати. Но я подавался в разные вузы. У меня очень были разнообразные специальности. Это и с детства я мечтал стать режиссером,
но из-за того, что я обучался в деревне, я, к сожалению, про многие, опять же, такие возможности не знал. Отправил документы в ГИК, Институт кинематографии, туда нужно было поехать на какие-то курсы, но я в итоге туда все равно не поехал. Это для меня было сложно, то есть 11 класс, там финансов особых нет, не знаю, родители как к этому, родители тоже особо сильно не понимали. И отправил потом в Питер, гидроокеанолог, такая специальность, забыл уже университет, ну и здесь в Уфе пару университетов, в итоге поступил на башфак, в факультет башкирской филологии БГПУ. И именно в 2015 году, когда я заканчивал 11 класс, готовился к ЕГЭ, поехал на башфак на форум, и там увидел каких-то ребят, которые там что-то выступают, рассказывают о проектной деятельности, рассказывают об общественных движениях. Для меня это было дико, то есть я все-таки не понимал, зачем все это нужно, но это было интересно почему-то. А все это организовывали организация Ассоциация молодежных землячеств, в результате которого через 3 года я становлюсь его руководителем, председателем. И как все получилось? Пошел на башфак на форум, поступил в Уфу, начал входить в всякие общественные движения, как раз таки вот там меня захватили молодежное землячество, баймарское землячество, и я активно начал увлекаться в общественную жизнь. В 2016 году вот того же самого этнофорума он переименовался в «Наследие Урала», и под брендом «Наследие Урала» я уже был организатором. Ну как организатором? У меня были разные задачи, я был больше волонтером, где-то писал в социальных сетях посты, где-то был дизайнером, нужно было организовывать квесты, то есть все задачи, которые нужно было принести подай, они были на мне. Установить проектор, экран и так далее, то есть помогал, приносил, вот таким вот образом все становилось. Именно в этом же году, в 2016 году, когда я окончил первый курс, наша команда организаторов поехала на форум «Территория смысла». Кстати, именно там я впервые познакомился с Искандером. Искандер туда тоже приехал на эту же смену. И если туда в 2016 году на форум «Территория смысла», а это та площадка, где собираются тысячи молодежи со всей России, куда приезжает сам Сергей Викторович Лавров, знаете такого человека? Скорее всего, да, министр иностранных дел. Приходилось 4 раза его встречать. Каждый раз пытался ему задать вопрос, но это не та аудитория, где так мало рук, а там наоборот очень море рук и очень сложно пробиться. И вот именно на территории смыслов я был тоже в зоне комфорта. Там были молодые ребята, 50 команд, по 20 человек с Камчатки до Дальнего Востока. И там мой друг Даян Султангужин защищал свой проект и как раз таки там выиграл грант на организацию вот того же форума «Наследие Урала» уже на следующий год, в 2017 году. Это был первый опыт знакомства с федеральной площадкой. После этого я поехал к себе домой. Нет, тогда еще был Уфа-форум. Первый Уфа-форум, который проходил в Беглинском районе. Опять же, меня туда позвали организатором. Приезжая с территории смыслов, сразу еду туда, помогать. Делал всем, кстати, аватарки. Я иду на Уфа-форум, это все делал я. Вот. И потом решил, когда приехал уже к себе в деревню, собрать молодежь, 16-й год, собрать там молодежь и рассказать им о том, что есть на самом деле такие возможности, и вы тоже можете поехать, в принципе, куда угодно, абсолютно бесплатно, выигрывать социальный грант на свои инициативы и, в принципе, заниматься проектной деятельностью. Там народу было не очень много, и эта идея родилась очень спонтанно, в конце августа. Я ночью не мог уснуть, встал сразу где-то в 4 часа утра, сделал афишу, как этот флеш-форум, кстати, он быстро только зародился и быстро провелся. Утром поехал, распечатал афишу, поехал к директору, говорю директору школы: вот у меня есть такая идея, администрация села предоставляет кумыс, давайте предоставьте нам помещение, и мы проведем форум. Директор говорит: ну раз администрация предоставляет, мы, конечно же, поможем, давайте поддержим, все сделаем. Потом я поехал в администрацию села и говорю: вот директор предоставляет помещение, с вас нужен кумыс, и тогда сможем хорошо провести вот это вот событие. Там говорят: ну если помещение есть, мы, конечно, тоже поддержим, давайте проведем. И так вот родился такой маленький интересный проект. И там не было так много народу, но зато те ребята, которые туда пришли, потом, в последующем, они дальше пошли участвовать в федеральных площадках. Более того, вот я его расписал как грантовую заявку,
и хотел провести его уже на территории всего района. Но здесь отдельно про социальные проекты мной не двигала какая-то идея, крутая идея, а мной двигала боль. Боль в том, что есть молодежь вот у нас в районе, она потенциально активная, необходимо их направлять в правильное русло, организовывать их, но, к сожалению, местный комитет по делам молодежи, местные органы власти с ними сложно справлялись. Или просто округ, и у тебя в команде ингуши, дагестанцы, кумыки, кабардинцы, балкарцы, такие мощные ребята, все такие большие, а я был как-то уже вышел из зоны комфорта, вот наконец-то, и чувствовал себя опять же послом своей республики. У меня было несколько задач. Это первое, презентовать, кто такие башкиры, где они живут, чем они занимаются, и второе, выиграть грант. Было 65 проектов в целом, которые участвовали, и 30 из них стали победителями. Сидели 3 эксперта, и один из экспертов проректор ДонГАУ, Донский государственный аграрный университет. А около там 30 с чем-то проектов из ДонГАУ, вот, из этого университета. Я думаю, все, мои надежды иссякли, то есть грант не получить. Но не тут-то было, приходит день объявления победителей, меня первым вызывают на сцену, и я выхожу вот, с большими эмоциями, у меня боль в спине какая-то, с флагом республики. И в этот момент все твои ребята из команды кабардинцы, балкарцы, кумыки начинают кричать «Башкортостан! Башкортостан!». Такая вот гордость переваливает в этот момент, и тут я понимаю, что эти 2 задачи достигнуты. Ну, все прошло очень хорошо. В 2017 году я проект очень хорошо провел, 3 дня в Баймакском районе. Приезжали спикеры, в том числе из Уфы. Это сообщество, благо, сегодня есть, оно активно развивается и тем самым реализует те самые инициативы, которые есть сегодня и у молодежи, в том числе и в Баймакском районе. Что произошло потом? Дальше было очень много площадок, в последующие годы, очень много интересных событий. Участники этих площадок поехали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Просто одно самое крупное международное событие, 35 тысяч участников, 8 тысяч волонтеров, и 185 стран там участвовали, и 430 человек поехали из Башкортостана, и несколько из этих ребят, которые как раз таки участники данных площадок. Это было тоже достижение, потому что именно я пытался добиться того, чтобы ребята получали эти возможности, сами в этом участвовали. Про что все это? Вот важные годы у вас сейчас начинается именно тот самый период от 20 до 30 лет. И в этот период как раз таки необходимо накапливать себе капитал. Капитал идентичности, который будет показывать вас, ваше резюме, ваш бэкграунд. И как раз таки в университете у вас есть несколько вариантов развития событий. Я никогда не забуду свою первую двойку и никогда не забуду, как одна тройка по физкультуре в университете поменяла кардинально фактически мою жизнь. И первая двойка, она была еще в школе, в первом классе, как у меня изменилось немножко отношение к учебе, и я начал больше делать много других иных задач. А в университете, то есть как до этого было, я тоже активно учился, подавался на повышенные стипендии, но в тот момент, когда только я подаюсь, их почему-то срезают. Вот тогда, и вот тройка в университете это уже все. Скорее всего, он стипендии не будет получать, и вероятность того, что либо он будет на шее у родителей студент, либо он пойдет работать, либо как-то будет себя добиваться, ну, нужно же как-то жить все равно. И это было сложно, но потому что я видел, как многие ребята после учебы ехали работать, в сферу обслуживания, и где там им не было интересно. Они забывали про свой капитал, что нужно их накапливать, нужно набираться опыта. Поэтому, когда вы будете в университете, не старайтесь идти работать в МАК или куда-нибудь на KFC, то есть даже если так как-то вынудить, но старайтесь набирать этот капитал и лучше учиться, потому что один раз так получилось, что я тоже решил так попробовать, выйти ночью охранником. Но одного ночи мне хватило, я сказал, я никогда этого делать не буду, это не мое. Я лучше буду как-то не докушивать где-то там, чуть-чуть экономить, но я буду учиться, все время познавать эти азы, и это мне все равно даст свой упор, свой выхлоп.
То есть, да, где-то там были какие-то определенные проблемы. Родители никогда не просил это, то есть было не по мне. И днями, ночами просто то есть я был с ребятами в своем окружении, все время читал, где-то учился, делал заявки, подавался на 15 или 10 конкурсов, ни один из них не выигрывал. Так проходили многие месяцы, это с сентября по декабрь. Я помню, что ни один конкурс не прошел. Потом было очень много конкурсов, я везде участвовал, но нигде особо не проходил. Но вот это вот количество, потом оно постепенно началось превращаться уже в качество. И этот опыт я транслировал уже на своей общественной деятельности. И хочу рассказать тоже про своего друга. Его зовут Денислам Кутлумбетов. В 2018 году мы с ним случайно так познакомились. А в 2017 году в 2017 году вот с ним познакомились, и Денислам выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежи в размере 100 тысяч рублей в свои 14 лет. Все происходило с помощью аудиомесседжа, мы то есть до этого с ним даже не знакомились. И у него есть хороший проект «В тылу как в бою», вы можете вот почитать результаты его проекта, сколько он получил. Он выпустил вот такую вот книгу. Вот, «В тылу как в бою». Очень красивая обложка, твердая обложка, красивый дизайн. И когда открываешь первую страницу, там буквально информация о Денисламе, резюме. И эту книгу он подарил депутатам Государственной Думы, многим министрам, разным общественным деятелям на территории всей России. И даже вот здесь он вручает эту книгу замминистру обороны Шойгу. Здесь он стоит министр молодежной политики и спорта, а справа с Артемом Метелевым, руководителем Ассоциации волонтерских центров России. На сегодняшний день, то есть он успешно реализовал проект, и в прошлом году Денислама позвали учиться в лицее при финансовом университете Российской Федерации. Он в этом году закончил 10 класс, активно продвигая свой проект, масштабирует, и в том числе, то есть мы с ним активно общаемся, думаю, мы еще его увидим. А что происходит сегодня? Вот опять же, мы живем в таком VUCA-мире. Мир, в котором непонятно, что произойдет завтра, то ли вирус появится, то ли обнуления где-то будут. Поэтому это неосознанное, нестабильное, непонятное. В тот же момент есть определенный контраст. В этой нестабильности огромное количество океан возможностей. Вроде как бы и проблема тут есть, и вроде как бы с другой стороны для молодежи столько возможностей, шансов, вы можете поступать и пользоваться всеми благами и делать себя. В университете у вас также будет. Но в этом океане возможностей возникает определенная сложность выбора. В Массачусетском университете провели такое исследование, перед студентами поставили 6 сортов джема и на дегустацию. Когда студенты выходили, они, когда выбирали из 6 сортов джема, у них выбор был лучше, они покупали на 30 раз лучше, нежели когда перед ними поставили в следующий раз 24 сортов джема. Но я сам по себе хочу сказать, что я никогда еще не встречал человека, у которого было бы на самом деле 24 варианта выбора. На самом деле у нас они сильно ограничены, и просто их нужно хорошенько расписать тезисно и входить в поток и накапливать тот самый капитал. Это лично мое мнение. И в этом мире, где нестабильность и непонятно, что произойдет, нам очень важно иметь сообщество, находиться и быть в сообществах, потому что темп жизни ускоряется, неопределенность еще растет, тревожность увеличивается и потребность поддержки, чтобы рядом кто-то был, находился и оказывал поддержку, то есть это всегда было важно. В любом случае, люди все равно социальные существа, им нужно находиться в каких-то обществах. И только тогда у нас получится продвигать общие идеи и двигаться не только быстро, но и дальше. Таким образом, вот у меня тоже в своей студенческой жизни появилось такое огромное сообщество молодежных землячеств. Это большое количество команда
ребят, которые помогают, взаимовыручка, взаимоподдержка, свои ценности, свои идеалы, где мы стараемся их придерживаться и везде быть вместе. В Москве это, кстати, вот Bash Students, очень хорошее сообщество. В Питере Аманат. В Питере Аманат, да. И потом еще один момент я отмечу. Вот кто смотрит сторизы в Инстаграме? А кто слышал про клиповое мышление? Вот технологии, это, конечно, все хорошо, но всего нужно быть все равно в меру. Я, допустим, уже сам лично вообще сторизы не смотрю в Инстаграме уже с ноября месяца, потому что я уже тогда почувствовал, как это сильно влияет на органику моего мозга, как приходится становиться, именно мышление меняется. И как раз таки период с 20 до 30 лет это активная фаза формирования именно лобной доли головного мозга, которая отвечает за именно стратегическое мышление, постановка целей, планирование и таких задач. И чтобы не нарушить данное формирование мозга, нам нужно учить его выбирать сложные задачи. А наш мозг, он принципиально так устроен, что ему всегда лучше выбрать что-то попроще. Если мы видим статью, очень полезную статью, которая там что-то хорошо написано, мы его откладываем, а если видим картинку в Инстаграме, мы, скорее всего, посмотрим. Но у нас, если стоит выбор между простой картинкой и статьей, то мы, скорее всего, выберем визуальный образ. И это, то есть Гила Ашанина, это сложилось так эволюционно, и про это много говорит Андрей Курпатов, известный психолог. И поэтому нужно понимать, те нейронные связи, которые у вас формируются сейчас, либо вы их используете для этого возраста, либо они у вас просто потеряются. Поэтому вот много сегодня говорили про языки, и я тоже внесу свою 5 копеек, да, на самом деле, если, допустим, сегодня вы просто изучали английский язык и были бы хорошим профессионалом этого дела, то вам бы уже замены не было. И от этого зависит, что будет дальше. Если вы эффективно будете использовать ваш мозг, то, понятное дело, профессионал своего дела, успех в личной жизни, достижение ваших личных целей, счастливые и просто можете гордиться собой. А если же в этот период вы не будете использовать свой мозг, достаточно, но, скорее всего, вы будете теми самыми жалкими дядями, тетями, которые, к сожалению, приходится иногда наблюдать, смотреть с жалостью, и уже ты как бы ничем им помочь не можешь особо, потому что в определенный период, момент жизни они эти нейроны уже потеряли, так сказать, если мягко сказать. Далее, то, что на меня, на самого еще повлияло, это люди, это наставники, это окружение. Есть специальные исследования, вот здесь ссылка дана, и книга «Зеркала в мозге» вот Рицалати. Если ваш друг переедает, то, скорее всего, что вы растолстеете, на 45% увеличивается. Вот. И это относится не только к перееданию, это относится и к то же самое к вредным привычкам, политическим взглядам и полезным привычкам в том числе, допустим, альтруизм. В этом исследовании все емко, коротко расписано. Тем, кому интересно, можете потом почитать. И у меня всегда я всегда вижу наставников своей пути и всегда стараюсь учиться у них, получать какой-то опыт, какие-то инсайты. Их очень много. Вот Рената я в том числе считаю своим наставником, потому что его слова, которые он говорит, его опыт, который я перенимаю, могу транслировать в своей жизни. И как бы все это, я думаю, понимают, и в университетской жизни очень важно и такими людьми в том числе заручиться. И с ними уже дальше советоваться, идти, реализовывать какие-то общие проекты. Это было коротко, те мои главные инсайты за это короткое время и, в принципе, коротко тем, чем я сейчас занимаюсь. Но молодежное землячество — это мой такой основной, я не скажу проект, это моя деятельность, где я нашел себя и своих друзей, большинство друзей. Есть такой проект «Молодежное землячество», он так и называется, «Молодежное землячество». Подавался несколько раз в грантовые конкурсы, становился победителем. И
Вот в 2018 году грант был выигран на сумму 700 тысяч рублей, позапрошлом году был на 500 тысяч рублей. И если вначале мы формировали базовый капитал, то есть любой общественной организации, любому сообществу нужно иметь свою базу, материально-техническое оборудование, которое нужно потом взращивать, и, чтобы проводить базовые мероприятия. Скажем, вот эта вот колонка, вот этот вот кликер, данный проектор, они все составляют часть именно этого капитала. А дальше уже чуть посложнее, нужно, чтобы ребята обучались, становились профессионалами своему делу. И я, допустим, не тот сторонник, который говорит за лидеров. Я не вижу, допустим, лидеров. Я вижу сообщество практиков. У нас в деревне так сложилось, что у нас народ такой горизонтальный, система управления больше был. И для меня важно ощущать, нежели с практиков, рядом единомышленников, нежели одного лидера. Потому что лидер может в любом случае потеряться, а практики они всегда останутся, идея всегда будет среди них жить. Но это опять же спорный вопрос, можно про это много говорить, это кто как еще подумает. И бренд Автолтаж, позиционирование идет такое, что любая молодежь это самородок. И либо необработанный минерал, у которого есть полный потенциал стать самородком. Данная философия, и под этим брендом очень много проектов, это и ресурсный центр, это и дебаты, это самый ключевой проект, образовательный форум башкирской культуры, который проходит каждый год. В этом году он еще под вопросом, и разные предложения приходят, в любом случае вы об этом узнаете, если он будет проходить. И здесь как раз таки собрались разные практики, которые ведут под этим брендом свои проекты. И Ямаш. 5 лет я занимался в рамках своего университета, в рамках своей общественной деятельности, разного рода проектами. И меня всегда теребило в душе то, что вот я помогаю региону, вот я помогаю здесь в Уфе кому-то, привлекают нам какие-то деньги, а своему селу никак помочь не могу. Потому что как бы я сам начинал оттуда, 15-й год, тот же самый форум Кумыс Брейк, именно все начиналось оттуда. В прошлом году, в мае, 6 мая, я написал об этом пост, сказал то, что здесь огромная золотая жила для некоммерческого сектора, и если захочет, допустим, любой желающий может развивать подобную деятельность у себя в селе. И выдвинул такую идею, проект Ямаш. Ямаш — это древнее название нашего села, это мой прадед в 11 поколении, по одной гипотезе внук Бурзянбея, и я его забрендировал, его имя, и под этим брендом веду несколько разных тоже проектов в селе. Допустим, здесь прикол в чем? Если в Уфе у меня команда молодые ребята, с которыми я могу в любой момент подойти, поделиться любой идеей, они меня чудесно понимают, у меня нет особых разногласий, а здесь ваша команда вот такие вот люди. Посмотрите на изображение. Это дяди, тети, это родственники, это школьники, которых еще нужно выводить из своей рамки и сотрудничать с ними. А это был очень сильный выход из зоны комфорта, чтобы их сорганизовать, там что-то построить. На сегодняшний день мы уже построили детскую площадку, именно грантовой поддержкой. Сейчас строим спортивные площадки, делаем футбольную площадку, 2 волейбольные площадки, закупаем юрту в скором времени. И этим же году, в марте, я открыл свою организацию, новую НКО, автономная некоммерческая организация по формированию и развитию социально значимых инициатив Ямаш. И моя задача — это своего рода подушка безопасности. Если что вдруг в мире пойдет не так, я в любом случае приеду к себе домой, в деревню, и буду там заниматься абсолютно тем же, чем занимаюсь здесь. Это коротко проект, очень коротко обо мне. И если вдруг чек-листа у меня нету, но у меня есть контент, который я хочу вам посоветовать. Это все то, что меня вдохновляет. Начиная с 8 класса я активно изучаю интересные идеи из проекта Венеры, потому что на 8 классе этот человек по имени Жак Фреско, мне кажется, он сильно вдохновил именно на проектную деятельность, начал его изучать. И очень много разных, вот опять же, ссылок, конкурсов, грантов, возможностей. Тот самый океан возможностей. Изучайте и проходите по ссылкам.
Много чего интересного найдете, в принципе. Коротко так, Добр Ахмат, следите за развитием проектов в проводах. Супер просто. Уложился. Красавец. Просто вау.